Приветствую зрителей телеканала Якутия-24. С вами Мария Кардашевская в программе News on Air. И сегодня в выпуске вы, как всегда, узнаете о самых интересных событиях нашей республики. Давайте начнем. Перед тем, как мы начнем, хочу проанонсировать большое событие. 23 и 24 сентября на сцене Государственного театра оперы и балета состоятся первые гастроли Большого театра. Ну а мы начинаем. Зима начинает вступать в свои владения. Жители Сунтарского и Момского районов радуются первому снегу и делятся позитивными фотографиями в соцсетях. Давайте посмотрим. На границе Сунтарского и Нюрбинского районов состоялось торжественное открытие новой, очень красивой стелы. На ней красуются не только большие буквы с названием района, но и олицетворение его герба – 3 серге, символизирующих гостеприимство земли Олонхо. Рядом стоят мужчина и женщина в национальной одежде и якутская лошадь со своими же ребятами. Говорят, что в ночное время буквы будут светиться. Биолог, ученый-зоолог по образованию, фотограф, анималист в душе, а еще летописец природы родного края. Так называли талантливого якутского фотохудожника Александра Кривошапкина-Дерсу. Его не стало в марте этого года, но работы фотографа продолжают жить. И сегодня их можно увидеть в Москве в галерее на Планерной. В экспозиции «Охота без выстрела» представлено порядка 30 снимков Александра Дерсу. Это пейзажи, растения, насекомые и животные Якутии. Каждый снимок буквально влюбляет в природу. Экспозиция «Охота без выстрела» в галерее на Планерной продлится до конца этой недели, отмечают организаторы. Затем фотовыставка переедет в здание постоянного представительства Якутии в Москве. Тем временем в Мирном собирают детали от старых игрушек для создания арт-объекта. Проект называется Recycle Art, что в переводе означает «искусство переработки отходов». Это проект Recycle Art. Есть такое направление Recycle театр и Recycle Art как раз, который заключается в том, что произведения искусства или театральные постановки делаются из, условно, мусора. Ксения Исламова как раз предложила нам начать сбор в театре пластиковых деталек, игрушек, ненужных, сломанных, кукол, чтобы в последующем художники сделали в нашем фойе театра арт-объект из деталей, которые уже никому не нужны. Мы предполагаем, что, скорее всего, это будет картина. Она явно будет объемная, поскольку детальки, собственно, объемные. В какой-то технике, видимо, мозаики. И мне кажется, что это очень хорошо впишется в стиле фойе театра, потому что у нас есть уже портреты людей с фамилиями на букву «М». У нас есть карта из деревянных брусочков, которые тоже нам сделали местные художницы. Приносить детальки могут все, кто хочет, к нам в театр, первый этаж, кассы, через главный вход. Каждый день, кроме понедельника, с 9 до 8 часов вечера. Это режим работы касс. Здесь у нас стоит прозрачный бокс, который как раз в нем видно уже сколько собрано. Мы не ставим прям конкретных сроков, мы так для себя обозначили, что это до Нового года, но в целом, чем раньше, тем лучше, поэтому будем рады, если все будут участвовать, и потом, может быть, в состоявшейся картине, арт-объекте будут искать какие-то свои старые игрушки и радоваться, что они не просто валяются на помойке, а как-то получили новую жизнь. Новости из области экологии. В Якутии ведутся работы по исследованию редчайшего вида птиц азиатской дикуши. Дирекция биологических ресурсов особо охраняемых природных территорий и парков совместно с Институтом биологических проблем криолита зоны провели исследовательскую экспедицию по оценке состояния дикуши на территории Южной Якутии. Были проведены камеральные и полевые работы, а также анкетирование населения. В дальнейшем экспедиция будет продолжаться. На сегодня спланирован план исследований на 2023-2024 годы. Основная цель специалистов – узнать численность и новые места обитания краснокнижных птиц.
Переходим к новостям сельского хозяйства. С 24 сентября в Якутске начнется традиционная выставка-ярмарка сельхозпроизводителей. Свежая молочная, мясная и рыбная продукция, чай, мед, сыр, овощи и фрукты, кондитерские изделия и многое другое. Ярмарка порадует жителей и гостей Якутии обильным изобилием осеннего урожая. Всего планируется реализовать более 40 тонн продукции. Широкая продажа будет открыта традиционно на Комсомольской площади. В этом году продовольственную ярмарку организаторы посвятили двум знаменательным датам – столетию образования республики и вековому юбилею Министерства сельского хозяйства республики. Тем временем в Сунтаре уже прошла осенняя ярмарка. Предприниматели представили собственную продукцию, а фермеры разместили на продажу плоды своего хозяйства – овощи, мясо, караси, варенье. Словом, ярмарка выдалась богатая. Английские исследователи обнаружили, что музыка помогает справляться с перееданием на фоне стресса. Результаты были представлены на Британском фестивале науки. Участие в исследовании приняли 120 женщин, которых авторы попросили назвать песню, которую они слушали, когда грустили, испытывали стресс или зацикленность. Затем ее включали для них во время еды в условиях испытания. Оказалось, что женщины ели на треть меньше, если слушали успокаивающую музыку. Ученые предположили, что такой эффект можно объяснить высвобождением дофамина и серотонина, которых может не хватать при стрессе. Другой способ повысить его – вкусная еда. Тем не менее, прослушивание музыки не менее эффективный и такой же быстрый метод борьбы со стрессом, который стоит рассмотреть всем любителям заедать стресс. Кстати, о музыке. Прямо сейчас в Хангаласском районе в местности Ортодойду снимают клип к 85-летию первого президента республики Михаила Николаева. По словам организаторов, в съемках принимают участие около 800 человек. За подробностями о съемках клипа следите на канале Якутия-24. Ну и напоследок новость о том, как учителя из города Нерингри приняли участие в съемках телепередачи на канале «Россия. Культура». Я уже рассказывала об этом, ну а теперь предлагаю посмотреть сюжет моей коллеги из Нерингри. Во время игры участники продемонстрировали свои профессиональные знания, навыки, поделились педагогическими секретами. Всего в проекте приняли участие 34 команды. Команда педагогов из гимназии номер 1 – это победители и лауреаты конкурса «Учитель года». Каждый участник отвечал за определенную область знаний, но был готов к неожиданным поворотам. Данный конкурс был направлен на общую эрудицию учителя, и, соответственно, подготовка была очень разносторонней. То есть мало знать свою предметную область, нужно быть подкованным в различных областях. Вот так как данная передача, она ориентирована на очень широкий круг зрителей. Конкурсы, в которых соревновались команды, были весьма увлекательными и разнообразными. Например, в лабораторной работе приняли участие Маргарита Суворова, учитель биологии, и Екатерина Горюхина, учитель физики. Их задача была надуть шары нестандартным способом. Нам были даны пустые бутылки, сода, уксус, ну и шарики. За 1 минуту необходимо было наполнить шары содой, одеть эти шарики налить в бутылки уксус и одеть на них шарики. В этот момент, естественно, происходит химическая реакция, выделяется углекислый газ, шары надуваются. Не просто пришлось Любови Матросовой, учителю начальных классов. Ей предстояло соревноваться в силовом конкурсе с учителем физической культуры с 35-летним стажем. У нас были абсолютно одинаковые задания. Нужно было соединить достаточно упругие резинки и соединить их между собой крючочками. Вот. Насколько резинки тяжело тянутся, знали, наверное, только некоторые, кто за кадром попытался их подергать, эти резинки. Я этого не делала, поэтому я шла, можно сказать, неизвестность. Вот. Но, в принципе, мне все удалось. Команда из Тамбова стала достойным соперником, но итог соревнований – ничья. И обе команды получили титул победителя. В эфир передача с участием команды нашей республики выйдет 9 октября на телеканале «Культура». Ирина Лазаренко, Вадим Барашков, Нерингри. Так как я по первой профессии учитель, я очень рада за своих коллег и желаю им дальнейших успехов. Ну а на этом у нас пока все. Спасибо, что были с нами. Больше новостей вы можете узнать на нашем телеграм-канале, ссылку на который видите на своих экранах. С вами была Мария Кардашевская. До новых встреч!